Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем братьям, сестрам, кто у нас в гостях, и всем тем, кто в дальнейшем нас услышит, иншаллах. Первое, это то, что мы живем сегодня в месяце Зуль-Хиджа, 1447 год, 4 Зуль-Хиджи. Священное время для мусульман, что соответствует по юлианскому календарю 21 мая 2026 год. У нас получается праздник Ид аль-Адха, как бы к следующему нашему эфиру, но тем не менее, пользуясь случаем, иншаллах, хочу поздравить всех мусульман с наступающим праздником Ид аль-Адха. Пусть Аллах Всевышний примет от всех тех, кто смог выехать в Мекку. Пусть Аллах примет все наши молитвы, наши посты и все наши добрые дела. Простит наши грехи и воссоединит нас в раю с теми, кого Он облагодетельствовал, с пророками, с правдивыми мужами, с нашими павшими мучениками и праведниками. Пусть Аллах дарует нам всем искреннюю веру, счастье и благодать. Пусть Аллах облегчит все наши тревоги и страдания, всех братьев и сестер во всем мире. Просим Аллаха, чтобы Он помог всем нашим братьям и сестрам в Палестине, в Сирии, в Йемене, в Ираке, на Кавказе и везде, где их угнетают. О Аллах, даруй нам всем веру и спокойствие в сердцах, крышу над головой. Избавь всех мусульман от голода и болезней. Аминь. Делаю призыв, чтобы вот эти 10 дней мы побольше делали такбиров, по мере наших возможностей делали садака, помогали друг другу, иншаллах. Все это всем нам зачтется в судный день. Далее я хотел бы попросить всех тех, кто присутствует, и всех тех, кто в дальнейшем нас услышит. Причин много, но бывает так, что часто у нас как бы закрывают вот эти YouTube-каналы, Telegram-площадки, и поэтому в последнее время тоже опять у нас закрыли YouTube-канал. И по мере возможностей вот, новый канал, который мы открыли, куда мы, иншаллах, этот эфир выставим, просьба, чтобы помогли в том, чтобы распространить информацию и чтобы немного увеличить подписку на наш канал, потому что количество подписчиков как бы помогает распространению информации, которая для нас желательно, чтобы доходила до наших братьев и сестер. Далее мы и раньше об этом как бы говорили, и еще раз повторюсь. В целом цель вот наших эфиров – это чтобы в первую очередь наши братья, именно населяющие Кавказ, и дальше и другие русскоязычные братья Татарстана, Башкортостана, Урала, Сибири, чтобы мы как бы побольше вникали в суть происходящих событий,
во всем мире, те геополитические процессы, которым сегодня мы стали свидетелями и, можно сказать, наблюдателями за теми действиями и событиями, которые проистекают. Для того, чтобы делать какие-то выводы, исправлять какие-то ошибки из прошлого, стараться их в будущем не допускать. Вот цель вот этих эфиров в основном, в моем понимании, включает вот такую задачу. Вот если сегодня прошло неделя, как мы были в прошлом эфире, то за неделю по всему миру произошло столько много глобальных событий, что, можно сказать, ситуация происходящих процессов меняется изо дня в день. Ну, наиболее значимые события – это то, что президент Соединенных Штатов Америки со своей свитой, можно сказать, с триллионерами, с миллиардерами посетил Китай, делал государственный визит. И по итогу, если коротко вот сказать, цель этой встречи, я считаю, что это было выстраивание и определение новых правил игры для нового мирового порядка. Если последние 30-40 лет Америка считалась гегемоном, в единственном числе, полицейской дубинкой для всего мира, особенно в глобальном демократическом подходе. В большинстве президентов были демократами в последнее время их правления. И вот они считали, что они управляют этим миром, делают все, что хотят с этим миром, устраивают войны, где хотят, возвышают, кого хотят, унижают, кого хотят. То есть настолько все было, мы находились в однополярном мире. И вот последние, можно сказать, 10-15 лет ситуация начала меняться. И вот эта встреча по факту не де юре, а де факто, как со стороны самой Америки в лице Трампа, и, соответственно, как в лице председателя Си Цзиньпина, главы Китая, председателя Китая. По факту, я считаю, что они заключили факт, что в дальнейшем уже эти два гегемона будут устраивать новые правила мирового порядка, хотя все это еще в сыром виде, но уже сам вот этот акцент, то, что я могу сказать, я увидел, что по факту вот эту точку они уже для себя определили. То, что для нас доходило из выступления с обоих сторон, в первую очередь от Трампа, который очень любит изъясняться, высказываться, давать комментарии, то основной акцент в их встречах на международном арене он делалось в первую очередь на Тайвань и вот на конфликт с Ираном, украинский конфликт, украинская война с Россией, может быть, где-то второстепенных вопросов, может быть, и учитывалось, но в первую очередь вопросы Ближнего Востока и вопрос Тайваня стояли на переднем плане, где Китай в начале уже своих переговоров, можно сказать, закрыл эту дверь,
что вопрос Тайваня не обсуждается, а что это как бы входит в интересы Китая, что она не собирается вот этот вопрос по факту с кем-то обсуждать. И то, что я увидел, это по факту, что Трамп вот с этим предъявой, можно сказать, согласился и стал оспаривать. И более того, уже в дальнейших своих высказываниях, комментариях мы видели, что предварительная договоренность о продаже оружия Тайваню на 11 миллиардов долларов по факту Трампом приостановлена. На вопросы журналистов, что будет с этим контрактом, он аккуратно обошел эту тему, по факту не стал отвечать. Также было в их встрече да, много обсуждений вокруг новых экономических каких-то проектов, потому что Трамп с собой взял туда, можно сказать, весь свет Америки, соответственно, какие-то серьезные контракты там, по линии аэрофлота, по закупу самолетов и каких-то других сфер заключались, видимо, обговаривались. Если все об этом мы не знаем, но в любом случае можем предугадать. А касательно Ормузского вопроса, иранского вопроса, по моему мнению, я считаю, что Китай в любом случае не поддержал Трампа вот в этой агрессии, но согласился с тем, что создание ядерного оружия как бы включительно не только касательно Ирана, а ко всем, обращаясь как бы к всему остальному миру, что вот о создании ядерного оружия, что Китай поддерживает именно вот эту позицию, что она как бы является противником, чтобы новые какие-то другие страны создавали ядерное оружие и как бы чтобы не началась новая гонка ядерного оружия. Вот в этом вопросе у них как бы получился консенсус, а уже по прибытию в Америку, когда начали задавать какие-то вопросы, и потом будет ли вывозиться уран обогащенный, который является камнем преткновения в этих процессах и тех переговорах, которые, можно сказать, идут вокруг противостояния на Ближнем Востоке между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами Америки. То сегодня я уже видел сообщение, что Верховный Рахбар, как его там по имени, Маджтаба Хамини, сделал заявление вроде бы, что отказал о вывозе обогащенного урана с территории Ирана, что это является как бы фактором их безопасности. И вроде бы, как бы, если только вопрос стоит в этом, если мы не дадим вывести вот этот уран, и после этого, если вы хотите начать с нами войну, вроде бы исходило вот такое заявление, что мы готовы принять ваш удар. В отместку Иран обещал атаковать вот опреснительные сооружения, в первую очередь, ближнего Персидского залива, что несет за собой, можно сказать, вымирание всего ближнего, как бы, вот этих государств, если не будет питьевой воды, и, соответственно, будет атаковать ракетами и нефтяные, газоносные заводы, также, где вот, добывается все это. То есть у них вопрос вот стоит вот на такой паузе. Иншаллах, в дальнейшем уже о процессе увидим, какие выводы они из этого извлекут.
хотя у Трампа ситуация очень напряженная, и все вот эти нападки и свои вот такие голословные заявления он, я считаю, делает от безысходности ситуации. И, соответственно, даже допускаю то, что верховный лидер Ирана сделал вот такое заявление, отказал о вывозе обогащенного урана. Опять, мне кажется, что за этими видятся уши того же Китая. Если бы Китай поднажал, может быть, там ситуация была бы другая, но Китай, видимо, дал такую отмашку, и, соответственно, получили вот такое заявление. Также мы в последнее время видим, как Пакистан и Саудовская Аравия сближаются, заключили договор о размещении вооруженных сил Пакистана ядерным потенциалом на территории Саудовской Аравии. То есть опять ситуация, мы видим, что как бы обостряется, нагнетается. Вот как бы после поездки Трампа в Китай как бы поставлена пауза на Ормузском проливе, и таких каких-то серьезных сдвигов из того, что мы знали прошедших недель, по факту я как бы из средства массовой информации что-то нового не увидел. И следом за Трампом уже в Китай поехал руководитель России, Путин, и уже по окончании его визита существенным мне показалось это то, что было сделано заявление, и они как бы подтвердили по факту, что однополярный мир закончился, что есть уже два гегемона. Путин как бы старается быть где-то близко вот к этим гегемонам, к этим лидерам. Ну, в любом случае уже как бы мир принимает двухполярный, может быть, уже в дальнейшем, может быть, или трехполярный, или еще больше полярных миров. То есть процесс переформатирования старых мировых порядков как бы уже пошел, достиг какого-то своего экватора, и уже мы в ближайший год, два, три, я считаю, будем видеть большие изменения вот в этих направлениях. И вот после визита Путина наиболее таким актуальным из того, что я заметил, это вот когда у помощника президента Ушакова спросили, дух Анкориджа еще актуален, один из журналистов, на что он как бы поперхнулся и сказал, что он о духе Анкориджа никогда и не говорил, у него как бы такого мнения не было. Но вот дух Пекина, он как бы есть и имеет место быть, вот как бы слова Ушакова, то есть показывает то, что на поверхности в любом случае мы видим, что Россия в лице Путина как бы уже, можно сказать, ближе и более лояльнее Пекину, нежели чем США. Хотя она как бы старается играть между двумя этими гегемонами, но по факту получается, со слов Ушакова, что дух Пекина как бы уже возвышается над духом Анкориджа, где Трамп с Путиным встречались. То есть из-за этого я могу делать такой вывод, что реально география, расположение государств в любом случае играет сильный фактор. Китай и Россия – это граничащие между собой два государства с наиболее крупными территориями, а также, можно сказать, с наибольшими наличием природных ресурсов всех компонентов.
даже если взять самый дорогой драгметалл золото, то мы знаем, что первое и второе место занимают Китай и Россия с большим отрывом от всех остальных стран по добыче золота. И вот что еще можно отметить из поездки российской делегации, она также тоже представляла серьезную группу компаний, пусть там не было триллиардеров, но миллиардеры тоже присутствовали. Ну, особых таких каких-то серьезных сдвигов экономических каких-то проектах там не было. Главным там отмечалось то, что не получилось продвинуть контракт по «Сила Сибири-2», о котором уже несколько лет они как бы договариваются, но на условиях Пекина это для России невыгодно, а Россия не может как бы подвести Пекин на своих условиях. То есть это очень дорогой проект, и по факту как бы должен протекать через Маньчжурию, можно сказать, через пустыню, через какие-то леса, то есть ну, пустые места, если бы это проект где-то проходил бы по крупным каким-то мегаполисам, соответственно, там, обе стороны, я считаю, давным-давно бы договорились. То есть я считаю, что этот проект сам по себе убыточный, но тем не менее «Газпром» в лице Миллера уже несколько лет продвигает вот этот проект, и у них как бы с этим тоже на этот раз тоже не получилось достигнуть нужного результата. И что я еще мог заметить после встречи Си и Путина, что, по всей видимости, Путину делали определенные какие-то замечания и, может быть, определили какие-то сроки, соответственно, после встречи Трампа и Си Цзиньпиня, и уже Си Цзиньпинь, в свою очередь, поставил в известность Путина, что вот этот конфликт на территории Украины с глобалистами сама по себе уже как бы зашла в тупик. И, наверное, дали такую установку, что надо как-то выходить из этого тупика. И я считаю, что для Путина как бы отвели такое время, 3-4 месяца до осени, где ожидаются вот выборы в Конгресс Америки. Вот такое ощущение, что у Путина как бы уже сроки поджимают вот с этим конфликтом. А с противоположной стороны мы видим, что Европа все активнее в информационном плане и как бы в физическом плане все больше уже как бы втягивается вот в эту войну. И как бы параллельно визиту Путина в Китай на территории Белоруссии как бы начали проводить совместные учения применением всех видов оружия, в том числе и ядерной триады. Это земля, воздух, море. То есть, можно сказать, задействованы все такие вот потенциалы, ядерные потенциалы. Тоже мы видим, что это уже как бы ситуация накаляется. После этого главнокомандующий НАТО сделал заявление, что якобы, если Россия нанесет какой-то тактический удар, то ответ будет незамедлительным и жестоким. То есть ситуация как бы эскалируется, нагнетается, и я считаю, что возможно, не исключено, что Россия, чтобы ускорить тот процесс, в котором она находится, возможно, нанесет в первую очередь прибалтийским республикам какой-то тактический удар.
не суть важно, будь то ядерный или близко к этому. Я не исключаю вот такое действие, чтобы как, сбить был с европейских лидеров, что в любом случае уже да, как бы, ситуацию вы загоняете нас в такую ситуацию, что у нас других как бы, выходов не остается, и мы обязаны и вынуждены были применить вот такой удар. Я не исключаю, что вот такая ситуация может в ближайшее время произойти. А по факту, если переходить на театр войны, на украинский фронт, то там я и раньше делал вот такие заявления и остаюсь при своем мнении. По факту для Англии, в первую очередь, которая стоит за этим конфликтом, управляет этим конфликтом и европейскими странами, для них, когда они начинали вот это противоборство с Россией, в первую очередь стоял вопрос о вытеснении именно России с территории бассейна Черного моря и Балтийских морей, чтобы лишить Россию вот, выхода к морям, которые не замерзают, можно пользоваться круглый год. Если вытеснить Россию как бы из бассейнов этих морей, то по факту для России выход у России остается только в северной части, где в основном все порты в зимнее время, можно сказать, пользуются при наличии только ледоколов. То есть изначально вот основные задачи, я считаю, что ставились именно вот в таком русле. И если, допустим, на данном этапе для России, если она не сможет перекрыть доступ Украины к Черному морю, если не сможет захватить Одессу, то в любом случае его стратегические цели, в моем понимании, не достигаются. А сохранение Одессы за Украиной, это уже как бы есть в стратегическом плане победа для Украины, для его выживания в дальнейшем. Хотя в целом, еще раз хочу повториться, победа для православных славян Украины и России – это единственное их спасение, это если они смогут объединиться и свергнуть от своих кровопийц, которые им навязаны извне в лице руководства России и самой Украины. А война, которая сегодня как бы идет на территории Украины, это война, которая управляется национальными элитами, Ротшильдами и другими за рынки нового как бы мировом порядке, чтобы закрепить за собой новые рынки природных ресурсов, логистических маршрутов. И, соответственно, все это делается как бы разжигая вражду вот между этими народами на основе, в первую очередь, идеологии. Если мы на Ближнем Востоке видим сегодня противостояние суннитов-шиитов, и как бы искусственно на этом играют вот именно вот западные руководители в лице того же Трампа и всех остальных, то на украинском фронте мы видим противостояние между католиками и православными христианами, как они любят себя называть. Вот по сути, как бы конфликт вот выстроен на основе вот этих идеологических противоречий. То есть для более ясности, например, если мы, сунниты, сегодня как бы считаем, что шииты, они заблудшее течение, то как бы в православии католики тоже вот занимают такую же нишу, как шииты в нашем понимании. И тем не менее, католики сегодня имеют больше влияния по всему миру, нежели чем православная церковь. Православная церковь считает, что как бы Иса, мир ему, как они его называют, Христос, что он является Божьим Сыном и наместником на земле, то католики уже считают, что
как бы Иисус является Божьим Сыном, а уже как бы исходя из его власти, католики считают, что Папа является наместником уже на земле. То есть еще еще одно звено добавлено. То есть то же самое, что и у шиитов. Что вот у них там какой-то 12-й имам где-то спрятанный должен вот зайти в мир, и за этим последует победа физическая. То есть вот на таких противоречиях вот сегодня кафиры, пособники Иблиса, как бы вот выстраивают свои карты, а по факту преследуют свои корыстные цели. Это вот финансы, природные ресурсы, власть и все остальное. И вот, что интересно, и вот эти причины, они имеют исторические корни. И можно сказать, будут и в дальнейшем продолжаться до истребления одной из сторон. Или до тех пор, пока, иншаллах, мусульмане не смогут установить праведный халифат, и Иса, пророк, мир ему, не спустится на землю. До этих пор вот эти противостояния и разжигания вот эти межрелигиозные войны, они по факту не прекратятся. Если как бы взять, опять вернуться в конфликт Украины, который для нас наиболее такой, можно сказать, интересный, многие зациклены на том, что вот Украина в будущем вот-вот должна победить, Россия как бы слабнет, распадется, и уже как бы мы, оккупированные Россией на протяжении последних 300-400 лет, что наши кавказские народы и другие народы мусульман, которые населяют сегодня Россию, что они как бы освободятся из этого ига, как бы надеяться на то, что Россия вот в этой войне проиграет, и мы как бы получим какой-то шанс на свою свободу. Я как бы в это не верю, примерно, и считаю, что это детская иллюзия. Если сегодня как бы исключить примерно из этого конфликта полностью с обоих сторон США и Китай, которые, можно сказать, сегодня имеют экономику всего мира, если в процентном отношении взять, на долю США и Китая приходится более 40% мировой экономики. Особенно они продвинулись в искусственном интеллекте. Практически, можно сказать, все ведущие компании, которые сегодня, можно сказать, будь то телефонные, там, автомобильные, все это, можно сказать, сегодня находится на территории самой США и Китая. А если бы эти две страны сегодня вышли бы полностью из этого конфликта, по моему мнению, я считаю, что война закончилась бы за короткий срок в пользу России. Но сегодня мы видим, что и сама Соединенные Штаты Америки, как бы какие-то заявления не делались, они полностью все еще находятся в этом конфликте. В любом случае поддерживают этот конфликт именно на стороне Европы в силу каких-то обязательств, договоренностей и той предыдущей как бы расстановки сил, которая как бы была, состояла последние, можно сказать, 40, 50 и 60 лет. И по факту, если бы сегодня исключить вот эти две державы, два гегемона из этого конфликта, я уверен, что Россия быстро бы садила бы Европу на свое место. Это я к тому, что сегодня надеяться на то, что Европа руками украинцев может победить Россию, и что мы можем, как бы, получив свободу, вернуться к себе на родину
изгнать оккупантов. Вот надеяться вот на эти вещи, я считаю, что это такие несбыточные мечты. Для чего я все это говорю? Для того, чтобы мы сами должны предпринимать какие-то шаги и действия для того, чтобы мы имели какие-то свои определенные задачи и цели, которые именно способствовали бы для достижения наших целей, не переходя границы дозволенного, как предписано нам Всевышним Аллахом. А напротив, касательно, если взять экономическую сторону, то мы видим, что как бы Россия в любом случае, как бы она не находилась бы под санкциями на сегодняшний день, в любом случае ищет какие-то другие маршруты для того, чтобы продавать свои природные ресурсы, в первую очередь нефть, газ и все остальное, то надо отметить то, что технологический прогресс, можно сказать, сегодня как бы перемещается именно на восточную часть, в Азию. Это в первую очередь страны Китая, Южной Кореи, Японии, Индонезии, Тайваня, Средней Азии, например, то если раньше все эти технологический прогресс шел в европейских странах, то мы сегодня видим, что все это перемещается именно вот на центральную часть континента. Поэтому новые как бы какие-то источники сбыта своих природных ресурсов Россия уже как бы ищет и отрабатывает уже вот, с этими странами. Тем более мы знаем, что залежи вот, газа, да и нефти тоже в основном приходится на Западную Сибирь. Вот газ, который сегодня, можно сказать, исторически поставлялся в страны Европы, он как бы тянулся газопроводом из Западной Сибири до самой Европы, до самых его окраин. Когда сегодня, можно сказать, ближе его провести и ту же Китай, и Казахстан, и другие вот республики, которые сегодня тоже активно уже развиваются, тот же Узбекистан и другие республики, взять тот же даже Афганистан, Пакистан, Турцию. В Турции есть этот газопровод. Поэтому сегодня как бы уже смещается центр развития. Если оно раньше было именно находилось в Соединенных Штатах Америки и в Европе, и частично там в Канаде, то сегодня мы видим, что азиатские страны в этом отношении как бы взяли как бы эстафету на себя. А вот эти газопроводы, которые были в прошлом построены и тянулись в сторону Европы, после начала войны некоторые трубопроводы, можно сказать, закрыты, не работают, но тем не менее, как бы мы не хотели, Россия свой газ, в основном и нефть, продает через третьи страны той же Европе. То есть по факту, там, если газопровод «Дружба» одна из самых крупных трасс Российской империи, там объем, по-моему, был больше 60 миллионов, что ли, в год, то этот газопровод также делился на два участка. Один из этих газопроводов и по сей день работает, который как бы в последнее время сильно обсуждался венграми и который был как бы закрыт на территории Украины по причине конфликта с руководителем Венгрии Орбана. После смещения Орбана этот краник опять был открыт, и он уже начал работать. Также там была северная магистраль через Германию, Латвию, Польшу, Белоруссию и Литву, например, которая также шла с территории России. Касательно северных потоков, мы знаем, что один этот северный поток, один готов опять запущен к запуску,
второй требуется ремонт, и сейчас вопрос стоит о том, договорятся ли Соединенные Штаты Америки и Россия в цене, и как бы, что газ будет российским, а на кранике будет сидеть дядя Сэм. То есть информационных потоках нам говорят, что вот все это заторможено, что Россия как бы сегодня испытывает финансовые затруднения. Конечно, в любом случае весь мир сегодня находится в финансовых кризисах, потому что все, что было выстроено за последние, можно сказать, 100 лет, сегодня как бы полностью идет переформатирование, поэтому весь мир сегодня находится в таком финансовом кризисе. Также у России есть голубой поток, который соединяет Российскую Федерацию с Турцией по дну Черного моря. Опять есть Южный поток, также, который соединяет Российскую Федерацию, Турцию, Болгарию. То есть эти проекты, они по сей день работают, и газ в Европу поступает. Просто его покупая в большинстве своем через посредников, как бы представляя, что он азербайджанский газ, или казахстанский, или туркменский, а по факту идет тот же российский газ. Где-то там посредники наживаются, а в конечном итоге ущерб несет сама Европа и Россия, где России приходится уступать в цене, а Европе приходится переплачивать в цене. Все это делается именно Европой для того, чтобы принудить Россию к тому, что Европа является хозяином, а Россия как бы сырьевой базой, и Путин с этим не согласен, режим Путина и его окружение. Соответственно, цель войны, которую мы сегодня видим на территории Украины, это ослабление России, смещение режима на тех условиях, которые приемлемы для Европы. То есть цель этой войны именно был вот в этом плане. И уже вчерашние заявления мы видим также, вот даже руководителей кабинетов Англии сделали заявление, что они якобы временно приостанавливают санкции на как бы нефти и газосмазочных материалов, которые они как бы будут покупать через третьи страны, ну, заведомо зная, что это российские нефть и газ. То есть после конфликта на Ближнем Востоке с Ираном, поставки, которые проходили через Ормуз, соответственно, они сокращены, и вот это все автоматически начало ощущаться, и Трамп для того, чтобы не вводить мировую экономику в рецессию, делал заявление, что он как бы временно снимает санкции вот на поставку газа и нефти с России. И вот это продолжается уже 3-й месяц. И по факту можно сказать, тот дефицит в бюджете, который поглощается вот этой войной, Россия уже, можно сказать, перекрыла. И как бы мы уже в последнее время видим, что политика европейских стран, его руководителей, по факту уже как бы не устраивает сами народы вот этих стран. Мы видим в самой Англии и в других странах народы, люди выходят уже на улицу, уже как бы звучат протесты, несогласия о проводимой политике. То есть тем самым я хочу сказать, что со стороны России и со стороны самой Европы уже приходят к такому выводу, что эта война как бы не сулит ничего хорошего обоим сторонам. И, соответственно, уже в последнее время также мы слышим, что вроде бы Европа уже согласна на то, чтобы проводить какой-то переговорный процесс с Россией, где со своей стороны Путин заявил и предложил
бывшего канцлера Шредера, на что Европа как бы отказалась в этом кандидате, и что она сама способна определить своего кандидата для того, чтобы проводить выборы с Россией. То есть это уже показывает, что определенные сдвиги и изменения в самой геополитике уже между Европой и самой Россией уже начали какие-то процессы происходить. И, соответственно, мы можем надеяться, что как бы, в ближайшее время какие-то акценты, точки будут расставлены над «и». А то, что мы надеемся на то, что Россия вот в этой войне развалится, и что мы придем к какому-то желаемому результату, и как бы тешить себя вот этими иллюзиями, я считаю, что это бессмысленно. Это только, наоборот, ослабляет нас, и наоборот, на этих вопросах, на этих конфронтациях мы, наоборот, больше как бы начинаем поднимать ненужные темы, противоборства, осуждения и все остальное. Тогда как на самом деле мы могли бы, будучи мусульманами, в первую очередь народы Северного Кавказа, особенно мигранты, мухаджиры, которые сегодня находятся за пределами нашей Родины, мы могли бы как бы сгруппироваться, найти общий консенсус на основе Корана и Сунны и начать работать вот для блага, для будущего наших народов, вести какую-то стратегическую, продуманную политику. А вместо этого мы сегодня как бы надеемся, что один кафир победит другого кафира, и мы от этого получим какую-то пользу и свободу. Я считаю, что это глупо и является заблуждением. А по линии фронта, которая сегодня простирается больше 1000 километров между Россией и Украиной, там особых изменений нету. По факту, можно сказать, идет дроновая война. Преимущество на данном этапе я вижу даже на стороне Украины. По факту особых продвижений нету ни в одну, ни в вторую сторону. И то, что я вижу, это сегодня территория Украины и также во вторую очередь территории России для вот этих наднациональных элит является сегодня экспериментальными зонами. В первую очередь, где можно будет вводить цифровой концлагерь и чипизации людей. Если вот эти процессы продолжатся, именно на этих территориях, я считаю, отрабатывают вот эти новые модификации, новые проекты, которые они намереваются распространить и как бы взять массу людей под свой контроль. И именно я считаю, что на этих территориях, в первую очередь на территории Украины и в дальнейшем на территории России, вот этот эксперимент будет продолжаться, если народы этих двух республик, стран не поймут, что они являются инструментами в руках вот этих сионистских врагов, то вот эта война будет продолжаться вот до той черты, когда они обе будут полностью как бы прозомбированы и будут находиться под полным контролем. Единственный участник в продолжении вот этой войны – это Европа, потому что они одновременно проводят тесты и испытания своих новых технологий, особенно по дронам, и одновременно модернизацию старых моделей вооружений. То есть, по факту, для них Украина сегодня является полигоном в боевых условиях, о чем только можно мечтать. И, соответственно, одновременно оттягивая время для того, чтобы подготовиться к войне с Россией. Вот в этом плане Запад, Европа является выгодополучателем, а экономическим выгодополучателем из этой войны, соответственно, является Америка и Китай. А Европа, в свою очередь, будет продолжать и увеличивать, давать
помощь и деньги до последнего украинца. То есть по факту получается два в одно. И готовят оружие, готовят свои технологии и, соответственно, вместо себя инструментами используют украинский народ. Как я выше сказал, в любом случае на данном этапе в этой войне основополагающую роль играет американская вот эта спутниковая связь Starlink. Она является как бы глазами и ушами. И во вторую очередь это работа спецслужб, которые передают полностью все координаты тех мест, которые должны быть атакованными и которые могут быть уничтожены. То есть США по факту полностью находится еще в этом конфликте на стороне Европы и Украины. Хотя сегодня там Трамп делает определенные заявления, что он прямые поставки прекратил, что там какие-то там финансирования тоже прекратил, но по факту мы видим, что Америка еще участвует вот в этой войне. То есть на стороне Украины, можно сказать, против России сегодня воюет весь глобальный Запад. А если сегодня Китай делает какую-то отмашку или скажет России остановить эту войну, или же идти на какие-то соглашения, то есть можно сказать, что Китай имеет наибольшее влияние и возможности для того, чтобы остановить вот этот конфликт. А когда будет неинтересна обстановка самого конфликта. Мы помним в прошлом заявлении канцлера Меркель после Минских соглашений, когда она заявила, что эти встречи и переговоры велись умышленно, разыгрывали имитацию переговоров для того, чтобы дать время на подготовку украинской армии к этой войне. Также мы помним, когда шли Стамбульские соглашения, уже можно было как бы по факту сказать, что какие-то договоренности подходят к своему логическому концу. Тут же вмешался премьер-министр Англии Джонсон, и война продолжилась. На данном этапе для России очень выгодна остановка этой войны на приемлемых для себя условиях, потому что она в любом случае истощена и как бы могла бы окрепнуть, набраться сил, что понимает Запад, и она всеми силами как бы продолжает эту войну, и на переднем плане для этого использует вот этого клоуна Зеленского. Цель, я выше сказал, это ослабление России, смена режима и доступ к дешевым природным ресурсам Российской Федерации. А так, по факту мы видим, что после тех санкций, которые были наложены на Россию, в любом случае уже многие страны начали понимать абсурдность вот этой ситуации, и многие крупные государства в любом случае торгуют и продолжают как бы наращивать торговлю и какие-то делать контракты с Россией, будь то Китай, Индия, Турция, Иран, Афганистан, республики Средней Азии. И США сама заявляет, что она как бы не против России, что можно договариваться, нужно договариваться. То есть вот такая ситуация, в которой мы сегодня как бы находимся. И надеяться на то, что сегодня-завтра этот конфликт закончится, и победа Европы в лице, скажем, Украины, что мы можем из этого получить какие-то свои прибыли, какую-то пользу. Я еще раз повторяюсь, я в это не верю. И тем более могу сказать, что способствовать, чтобы природные ресурсы сегодня, которые используются Российской Федерацией на оккупированных территориях им в прошлом, чтобы эти природные ресурсы переходили сегодня
можно сказать, при нашей помощи в руки там западных каких-то корпораций, я категорически против этого. Потому что у нас самих больше прав на эти природные ресурсы, тем более для тех народов, которые непосредственно проживают на этих территориях. Будь то татары, башкиры, уралы, якуты и все остальные. И вот на фоне всего этого, если коснуться вот нашей темы, мы сегодня видим, что особенно в последнее время мне несколько раз скидывали братья, что там какие-то призывы, лозунги, ну это не первый день, но тем не менее, особенно что есть какая-то структура, Кавказский союз, то есть под западным протекторатом, делают какие-то пафосные националистические заявления, создают такой вид бурной деятельности в коридорах европейских офисов. Как говорил один из наших братьев, создают бурю в стакане. То нам надо понять, что опять-таки надежда на Европу и на дядю Сэма ни к чему хорошему для нас не приведут. Они просто стараются с нашей помощью лишний раз создать для себя лазейку и доступ, в том числе и к нашим природным богатствам, кавказским. Западные политические клерки, которые, можно сказать, сегодня обслуживают эти национальные элиты, в роли президентов, поставленных вот этими элитами, премьер-министров, вот они в первую очередь позволяют вот этим нашим национал-демократам, дезертирам разыгрывать вот эти спектакли в виде какой-то дополнительной пропагандистского инструмента для продвижения своих планов. Я более чем уверен, как только Запад достигнет своего предела и будет вынужден сесть за стол переговоров с Россией на каких-то условиях, то вот эти все кукольные фигуры, которые сегодня заполонили весь интернет, средства массовой информации на всех площадках, то их до определенного времени опять уберут в чулан без надобности, пока не наступит новая надобность, чтобы их вытащить, или им подобных. И таких примеров в нашей истории было очень много. Даже взять того же Чермоева, чеченца, который впоследствии эмигрировал в саму Европу и там остался. То есть вот на таких принципах сегодня выступают делают вот эти заявления, вот эти национал-демократы, которые сегодня находятся под контролем, под протекторатом вот этих ставленников европейских. А мы, иншаллах, народы Кавказа, мы люди, которые всегда были сторонниками свободы и независимости. И более того, могу сказать, что в современной истории чеченцы являются маяком этой освободительной борьбы и остаются таковыми и на данный момент. И все, кто немного имеет представление о нашей географии, о геополитике, должны понимать, что Кавказ – это единый организм, и по отдельности мы не способны на выживание и процветание, как сегодня многие нам преподносят. Только чеченцы способны, только чеченцы готовы, все остальные еще сырые, не готовые, поэтому сегодня должны освободить одну Чечню, потом уже по мере созревания будем освобождать и все остальное. Никакой основы, никакого прагматизма в этом я не вижу. Мы можем, если, иншаллах, добьемся своей независимости, сделать это все вместе, подперев друг друга в едином строю. Самая главная задача – это то, на каком фундаменте мы хотим построить вот эту свою независимость. На западных демократических ценностях, которые, можно сказать, управляются сионистскими кланами и которые по факту являются слугами Иблиса, или на законах Всевышнего
Аллаха, о законах шариата. Вот все наши противоречия заложены вот в этой формуле. Все остальное это, я считаю, антураж, иллюзия и как бы спектакль, который разыгрывает вокруг нас. Вот даже взять для нас является наглядным примером для того, чтобы мы осознавали, что может произойти с нами вот территории Сирии, которая 15 лет практически воевала за возвещение слова Аллаха против рафидитского там режима Асада на лозунгах «Ла иляха илляллах». И по факту сегодня мы видим, как Иблис в итоге победил и привел к власти систему, которая управляется придуманными законами и которые пишутся, в свою очередь, в западноевропейских кабинетах и поощряются лично Трампом. Вот эта ситуация и территория Сирии для нас должно быть насихой, назиданием, если мы изначально не будем опираться на основы нашей религии, на основе шариата, на основе Корана и Сунны, и строго, если мы не будем следовать вот этим канонам, то итог для наших национал-демократов будет вот таким же. То есть они нас хотят привести именно вот к такой ситуации. А Кавказ, по факту, он особенно, кстати, как мы его называем, Северный Кавказ, Эмират Кавказ, он по факту является мусульманской страной. А сегодня он как бы управляется законами Даруль-Куфр. А вот западные национал-демократы, которые сегодня нам навязывают протекторат, западный протекторат, они просто хотят заменить один куфр на другой куфр. То есть шило заменить на мыло, как говорится. Если нас Россия всегда принуждала штыками, то Европа умеет к этому добавить и мыло, например, чтобы безболезненно получалось. Вот никакой другой разницы между этими протекторатами нет. А вот наши национал-демократы, прикрываясь лозунгом, что они все, как один, признают единство Аллаха, а все остальные грехи и ошибки, это все допустимо, прощается и как бы бросается в объятия кафиров, то, алхамдулилля, для нас это неприемлемо, для искренних мусульман такие варианты неприемлемы и не допускаются. А именно это и есть дверь для Иблиса, держать нас в повиновении. И то же самое мы сегодня видим на территории Сирии. Там процветает полностью система куфра, никакого шариата там не видно и не предвидится. А нам, иншаллах, нужен Даруль-Ислам, где будут установлены законы Аллаха, какие бы люди не населяли бы Кавказ. Да? Там, возможно, будут национальности, народы, которые по факту не исповедуют религию ислам. Но в любом случае они вынуждены будут как бы соблюдать те каноны, не в плане как бы не в том плане, чтобы они приняли ислам, но в любом случае закон, который установлен на этих землях, они в любом случае должны будут соблюдать. То есть вот такая ситуация для нас приемлема. А то, что мы сегодня имеем на своих территориях, это законы куфра. И по факту это система, в которой мы сегодня живем, как бы мы его не хотели бы приукрасить, обелить. В любом случае мы живем под законами куфра. И сегодня как бы вот в среде наших народов, в частности, можно сказать, в чеченском сегменте, мы часто слышим, как вот домашние манкурты, ставленники Кремля, также те дезертиры, булаты, которые сегодня как бы находятся под протекторатом Европы, они как бы вот, начинают восхвалять ту политику и ту программу, которую они как бы взяли за основу, и тех
как бы своих лидеров, которые они стараются приукрасить, обелить от всех грехов по факту. И для этого используются определенные какие-то круг людей, создавая фейковые рекламы и имиджи вот этим именам. И вот касательно этого тоже хотелось бы сказать, что любой, кто сегодня как бы в окружении того же Кафирова или возьмем того же Диндика Закаева, которые восхваляют, которые обеляют, которые очищают и которые продвигают политику вот этих заблудших людей, то они сами становятся участниками вот этих спектаклей. В любом случае, если даже не в этой жизни, то в судный день им за это придется отвечать. А режиссерами за всеми этими спектаклями, вот мы видим сегодня на территории Украины, руководитель Украины Зеленский, он практически полностью управляется спецслужбами Ми-6. То же самое и вот наши самозванцы, как внутри, так и за пределами, также управляются Ми-6 и другими спецслужбами Европы, а также спецслужбами ФСБ. И те люди, те личности, если есть такие, можно их назвать личностями, те, кто сегодня посредством себя дает право или возможность возвышать вот этих самозванцев, то я считаю, что он сам осознанно или неосознанно становится инструментом и антуражем для этих мухтадов и зиндиков. Соответственно, кураторы, которые стоят за этими процессами сегодня, они вложили большие финансовые, влили инвестиции вот для пиара и как бы для того, чтобы разрекламировать вот этих людей. И, соответственно, как бы после таких вложений финансовых, даже видя, что они не соответствуют той ситуации и той должности, которая на них возложена, и той ответственности, все равно продолжают это делать ввиду того, что не могут признать ошибочность своего выбора и произведенных затрат. И вот на этом фоне как бы наше вот такое разделение сегодня по сей день как бы продолжается. Когда мы говорим, что вот мы за то, чтобы мы были на основе нашей религии, чтобы мы соблюдали наши традиции, наши адаты, то в связи с этим я хотел бы как бы сказать, что вот то глобализация, вот та урбанизация, вот тот технологический прогресс, в котором мы сегодня оказались, являемся свидетелями, это как раз самый действенный инструмент для того, чтобы нас как бы уводить от нашей религии, от наших адатов, от нашей традиции. Это вот самый действенный инструмент, вот этот технологический прогресс, вот эта глобализация, вот эта урбанизация. И когда мы сегодня говорим, вот эта страна, она настолько технологически развита, а вот там Россия настолько, она отсталая там, я считаю, что в этом есть свои плюсы и свои минусы. Потому что вот это технологический прогресс, глобализация, вот эта урбанизация, она перемалывает вот эти массы и народы и превращает их в послушных и управляемых орудий для своей работы и для солдат, которые им нужны для ведения своих войн. А вот наоборот, если мы как бы стараемся сохранять привязанность к месту рождения, сохранять какие-то свои традиции, обычаи, которые не противоречат нашей религии, то есть приземленность людей, она наоборот усиливает их внутренний мир, их идентичность, и вот эти люди более устойчивы к тем событиям, тем каким-то трудностям или кризисам, которые происходят и которые в будущем, я считаю, будут намного большем масштабе происходить и в нашем регионе, и в других регионах по всему миру. То есть вот
каждом в этом прогрессе есть свои минусы, и в каждом отставании, отсталости каких-то народов есть очень много положительных плюсов. И, иншаллах, мы уже долго затянули сегодняшний эфир для того, чтобы не наедать. Еще раз, подводя итог, я могу сказать, что для наших народов, в первую очередь для кавказских народов, которые населяют сегодня Эмират Кавказ, еще раз призываю, наше спасение и наш маяк для нас — это в первую очередь создать маджлис по каждому народу из самых достойных братьев, хотя бы из тех, которые сегодня находятся в миграции, являются мухаджирами, а таких немало, в первую очередь из народов Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаева, Черкесии и всех других адыгов и других народов. Очень много нас за пределами, которые сегодня просто обязаны в каждом своем народе создать легитимный орган управления, который абсолютно не ассоциируется с теми органами, которые сегодня установлены нашими врагами, оккупантами в лице России, или теми, которые сегодня хотят нам навязать западноевропейские страны со своим протекторатом. Абсолютно ничего общего с интересами и с целями наших народов ни те и другие не имеют. Они не являются частью нашего народа или нашего мнения, потому что у них своего мнения нету. У них вложено мнение кафиров, будь то европейских или будь то и российских. А нам нужно из нашей среды выбрать самых достойных братьев, создать маджлис по каждому вилаяту и объединить вот эти маджлисы в единый маджлис Кавказа. И, соответственно, мы сегодня боязно не подходили к этим вопросам, это является для нас святой обязанностью, если мы хотим подчиниться должным образом нашему Творцу и в будущем следовать истинной цели, для которого мы и явились в этот свет. То есть других задач первоочередных для нашего народа не существует. А сегодня мы разделенные, как лебедь, рак да щука, можно сказать, вступаем в полное противоречие, ведем междуусобную войну, как планируют, как направляют именно кафиры, которые, можно сказать, сегодня управляют вот этими процессами. Нам просто нужно открыть свою повестку дня, не играть по правилам тех же кафиров, по тем законам, которые сегодня установлены в этом мире. Хотя этих законов в самом кафирском мире уже никакие законы не действуют, они все устарели, никакие органы, которые были для того, чтобы управлять процессами международными, которые были возведены в ранг наднациональные клубы или какие-то организации, они по факту сегодня не работают. Ни ООН не работает, ни ОБСЕ не работает, ни МУС не работает, и другие то же самое не работают. Поэтому, когда сегодня сами кафиры находятся в таком переломном, растерянном положении, для нас, мусульман, является святой обязанностью проявлять активность и находить пути для того, чтобы мы объединились. Объединились именно на основе, как это предписано нам, нашим Творцом, Всевышним Аллахом, и как это нам было показано нашим пророком, саллаллаху алейхи вассалам, своей сунне, своей жизни. Вот на этой основе, если мы сегодня смогли бы объединиться, выстроить свою политику стратегическую и последовательно следовать вот этой политике, я более чем уверен, в течение 1-2 лет
вот эти структуры набрали бы вес, который нам необходим для того, чтобы устраивать нашу политику в целом в нашем регионе. Валлахи, я более чем в этом уверен. И как-то, иншаллах, вот на этом призыве, чтобы братья в этом были более активны, более разборчивы, я хочу как бы подвести итог сегодняшнего эфира. Если у кого-нибудь есть желание что-то сказать, дополнить, спросить, спикер даст возможность, я на этом остановлюсь. Желающих не видно, я думаю, будем закругляться тогда. Иншаллах, тогда сделаем дуа и как бы закончим сегодняшний эфир. Иншаллах. Мы просим Аллаха, чтобы Он облегчил положение истинных мусульман, ученых наших, чтобы Он освободил всех наших братьев и сестер из тюрем Тагута. Просим Аллаха, чтобы облегчил тем нашим братьям те испытания, которые сегодня испытывают братья в Газе, в Сирии и в других частях света, которые сегодня находятся в таком сложном положении. Мы просим Аллаха, чтобы Он простил наших родителей, наших шейхов и каждого, кто имеет над нами право и оказал нам благо. Мы просим Аллаха, чтобы Он сохранил наше потомство мусульманами, чтобы Он нас спас от смут этого времени, в котором мы сегодня живем, чтобы Аллах дал нам праведное руководство и праведное управление, при котором, иншаллах, мы будем возвеличены, и наши враги будут унижены, и чтобы мы жили под сенью шариата. Просим Аллаха, чтобы Он нам дал благой конец, хорошее завершение нашей жизни, через самые любимые деяния для нашего Аллаха. Также в это священное время мы просим Аллаха, чтобы Он даровал нам фирдоус аль-а'ля без расчета и без предшествующего наказания. Для всех нас, для наших братьев, наших родителей, наших любимых шейхов и всех, кто имеет над нами право. Аллах, благослови и приветствуй нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух.